Всем привет! Вы на канале Клевая Рыбалка. Итак, всем привет, друзья! Вы на канале Клевая Рыбалка. Меня зовут Вячеслав. Мы находимся на реке Лена, за полярным кругом в Якутии. И я вам покажу, как охотятся на гуся у нас в Якутии. Для этого я сделаю серию фильмов, посвященных охоте. Чтобы мои фильмы не показались однотонными, в каждый из фильмов я буду вставлять охотничий быт, полевую кухню и фрагменты самой охоты на гуся. Поэтому устраивайтесь поудобнее, ставьте заранее свои лайки и приятного просмотра. Всем привет, друзья! И вот мы сегодня поехали наконец-то на охоту. Вот мой напарник Николай, познакомьтесь, охотник со стажем Жиганского района. Вот мы договорились с ребятами, они нас подкинут сейчас на вездеходе на Урале. Точнее, не Урал, а скорее как егерь, но у него колеса большие, да, как под вездеход сделан. Вот такая у нас заброска. Гутера очень много. Как грузились, я уже не стал снимать, потому что там ничего интересного. Ну вот, примерно вот так вот едем, вот под завязочку загрузились. Вот сейчас уже спустились на реку и поехали. Вчера приехали вечером и расположились вот так вот. Палатка там вот, вещи еще пока не заносили, переночевали. Одна палатка здесь стоит. Вот то место, которое мы в прошлый раз расчищали. Вот оно, вот так вот мы его подготавливали в прошлый раз. Как бы высохло все это место вокруг под палатку. Вот проход прочистили. А иначе бы здесь вот твердый снег стал вот. Сегодня погода у нас очень ветреная, очень сильный северный ветер. Будем готовить скоротки, расставлять чучела. Скоро открытие охоты, поэтому вот будем пока готовиться. Итак, второй день нашего приезда. Сейчас иду вот, буду делать скрадок. Покажу вам про это сюжет. Ребята отдыхают. Сейчас вот один напарник тоже должен здесь подойти рядом делать скрадок. Вон там за кустами наш табор остался. Вот такая растительность тут. Вот здесь образовывается у нас вода. Это потом вот такая растительность. Сейчас пойду вон туда. Где-то километр отдаление будет от палаток у меня скрадок стоять. Вон на том мысу. Потому что гусь, когда летит, он, получается, летит с мыса на мыс. На этом мысу будет у нас скрадок стоять. И вон на том дальнем мысу я буду сидеть. Ну, гусь будет вот так пролетать, оттуда сюда лететь, получается.
Так, решил окопаться где-то по колено. Остальное сеткой загородим. Итак, после небольшого махания лопатой выкопал яму. Получилось для 2 человек. Вот так она выглядит. Сейчас вот здесь обтяну сеткой маскировочной. С этой стороны сделаю лестницу. Когда яму копаете, да, вот, старайтесь вот вперед не накидывать песок, чтобы естественный ландшафт вот сохранился. Старайтесь назад. Ну, я так делаю, по крайней мере. У нас ветер с севера, поэтому накидываю вот со северной стороны, чтобы внутри не дуло сильно. Видите, здесь уже ветра нету совсем. Вот здесь поставим кресло, там 2, и сядем. 3-го можно здесь посадить, если что, вот здесь. Так, еще один момент. Вот при, допустим, вырубке жердей, да, вот для изготовления каркаса, не стоит прямо рядом со скротком будущим рубить. Допустим, я вырубил, вот чуть отошел в сторону, да, и у меня вот тут поломанные водой из старого скротка остались вот сломанные кусты, ветки, вот видите, вот аккуратно их вырубил, то что было вот сломано, то что мне кусочек надо. Но не стоит вам прямо все прямо так сильно рубить, чтобы прямо все срубы сверкали, стояли. И когда будете там что-нибудь зачищать или обтачивать, тоже в сторонке от скротка делайте аккуратненько, чтобы потом все можно было собрать и спрятать. Вот возле скротка не должно быть много мусора. Вот это все немножко потом присыплю, все, что намусорил. В общем, гусь очень осторожная птица, поэтому нужно все основательно, хорошо делать укрытие. В общем, вот так я сделал каркас. Воткнул под углом вот эти вот сначала колья центральные, рогатулину. Ну и из 2 кустов сделал жердину. Вот. Сначала вот эти привязал посередке, перегородку центральную. И потом уже на них положил вот эти боковые. Здесь под прямым немного углом, более прямее угол, чем нежели там. И также все привязал. Сейчас вокруг обтянем сеткой. Вот так все это выглядит. Ну вот так вот получилось. Вот здесь у меня вход. Я его сейчас подкопаю еще маленько. Изнутри выглядит вот так. И вот выглядываешь. И вот такой обзор предстоит.
перед тобой предстоят. Итак, всем привет, друзья! Сегодня хочу показать вам свой манок на гуся, который используют наши охотники вот в наших краях. Он делается из вот такого вот кустарника, скажем так, из ивы. Вот, и вставляется здесь вот, тоже делается из сухого кустарника, такая заглушка, и прорезь прорезается, и подманивают этим манком следующим образом: закрывают плотно вот это отверстие и сюда вдувают вот так. И по мере задувания туда его вот так маленько приоткрывают, ну, играют как бы, и такой звук получается. Вот, это я изготовил в прошлом году, буквально на коленке, пока я ожидал, сидел прилета гусей. Вот это вот сам, получается, кустарник берется именно сырой. Срезаешь его аккуратненько. Вот. Ну, я диаметр сделал себе побольше. Вот этот вот. Он должен быть чуть-чуть меньше, где-то около, у меня здесь где-то порядка 3 сантиметров. Вы можете взять 2,5. У меня потому что просто нож очень толстый, поэтому широкий, поэтому у меня вот, когда я здесь ковыряю внутри, у меня вот получается, что вот на такой вот диаметр только подходит этот нож. Вот мой нож. Кто-то пытался его там посмотреть. Вот якутский нож, вот такой вот рабочий мой. Вот. Его тоже покажу. И вот я им сидел, аккуратненько все выковыривал вот внутренности. Внутри все выковырял. Вот так вот полую трубку сделал. Потом, получается, здесь вот сделал надрез аккуратненько. И потом уже чопик вот этот деревянный тоже вырезал, вставил. И вот кусок целлофана взял вот и сюда вот между забил его. Ну, в принципе, это не нужно было, но я для себя так сделал. То есть он, в принципе, и так работал. Неплохо привлекает внимание гуся пролетающего. Гусь слышит вот этот свист, сразу обращает внимание на расположенные профиля, гусиные чучела. Ну и, соответственно, начинает снижаться и идти на профиля. Вот. Вот такая снасть. И вот ниткой вот капроновой просто обвязал, чтобы одевать на шею, допустим. Вот. Раз. Всегда здесь. Вот. Или вот подвешивать с кротке. Раз, я подвесил вот куда-нибудь. Давайте вот сюда подвесим вот перед собой. Все. Вот так вот. Такая нехитрая снасть. Фотографии я приложу в группе ВКонтакте, в принципе, с параметрами там. Можете посмотреть. Да?
Чук-чуки. Эй, не кынама лучше. Билехтерейне. Maşallah. Ол эле туура бардылар. Жому туура бардылар. Кстати, вспомнил один комментарий. Кто-то меня ползимы просил показать, как я одеваюсь. Зимой я одеваюсь, конечно, потеплее. Возможно, нынче покажу. Сейчас хочу показать, как я одеваюсь в начале лета. Сейчас у нас май месяц. Температура воздуха сегодня днем плюс 15-11 градусов. Вот этот. Сначала начнем со штанов. Штаны, летный костюм. От летного костюма внутри кальсоны. Одеваю с теплыми шерстяными носками. Вот такие Ева сапоги. Бахилы одеваю вот такие из овечьей шерсти. Потом вот сверху у меня вот это пальто. Зимой вы его видели. Весной. Потом вот куртка от костюма вот летного. Внутри свитер теплый. Ну и там футболка. По головному убору шапка. Внутри еще одна шапка. Это еще у нас сегодня тепло. Когда дует северяк, то я еще одеваю. Вот эти штаны не одеваю. Одеваю, получается, кальсоны и штаны теплые вот от этого костюма, от этой куртки, ватные. В общем, вот так вот я одеваюсь летом. Гитля.